Сравнительно недавно в этой части Сухумской набережной появилось новое кафе, точнее бургерное, с названием «Бургер-порт». И сразу же полюбилось и гостям столицы, и горожанам. Небольшая, уютная, без всяких излишеств бургерная всегда полна посетителями. И все твердят одно и то же – вкусно, безумно вкусно. И кто же этот прекрасный повар? Вот тут вы удивитесь. Экс-министр экономики Давид Ирадиан. С 2011 по 2014 год вы были министром экономики Абхазии, сменив на этой должности нынешнего министра экономики Кристину Озган. Вот эти кадры я нашла в архиве абхазского телевидения. Я благодарю руководство страны за то, что был сделан такой выбор. Я понимаю также, что это грандиозная ответственность. Вступая в должность, вы сказали такую фразу. Я приведу вашу прямую речь. Это грандиозная ответственность. Только поработав некоторое время в этой должности, надеюсь, все-таки это будет достаточно продолжительное время, я смогу оценить, насколько эта работа сложна. В итоге вы проработали в должности министра экономики около 3 лет, и после известных печальных событий 2014 года вы были уволены. 3 года – это много или мало, чтобы изменить ситуацию в экономике? Теоретически это, конечно, довольно серьезный большой срок. Тут, ведь, понимаете, речь идет о том, какие были для этого возможности. Действительно, большие были планы и многое хотелось сделать, но, к сожалению, наверное, далеко не все удалось реализовать. Это то, о чем я говорю. Тут вопрос в том, какие были для этого возможности, для того, чтобы действительно изменить социально-экономическую ситуацию в стране. Вот у любого отдельно взятого должностного лица, я не говорю только про себя, наверное, и не только про тот период, а вот аналогично обо всех моих коллегах, которые и сейчас работают, и раньше работали. Сколько вам было лет тогда? На тот момент мне было 32 года. 2011, да, 32. Молодой министр экономики. Да. Наверное, сейчас я понимаю, что, наверное, все-таки, наверное, это слишком молодой, можно сказать, слишком рано, наверное, человеку занимать. Я могу говорить о себе, я не могу говорить в целом. Наверное, кто-то является мудрым политиком и общественным деятелем, наверное, и в 30 лет. Но сейчас, оглядываясь на то, что я делал тогда, я, конечно, понимаю, что сейчас, наверное, я многое бы делал бы по-другому. Это не значит, что тогда было плохо, но все-таки жизненный опыт и возраст, они, если возраст, прожитые годы используются на благо, в том числе себя, на благо выстраивания правильного образа мыслей, потому чтобы делать правильные выводы и набираться опыта, наверное, все-таки сейчас какие-то вещи я делал бы по-другому и какие-то другие поступки бы совершал. А если бы сейчас вам предложили бы заниматься экономикой на государственной службе? В ближайшей перспективе не думаю. Нет, это совершенно исключено. Итак, вы молодой министр, вам 32 года. А в вашем аппарате работали молодые люди? Да, конечно. Вы принимали какие-то кадровые решения, как Конечно. только назначили вас? Вы привнесли как-то, вот у вас была своя стратегия, или все-таки вы продолжали курс своего предшественника? Или вообще возможно иметь свою стратегию? Кадровую, безусловно, можно. И в плане освобождения некоторых работников, в плане найма новых работников. В этом плане не было никаких ограничений, никто тебе не говорил,
кого брать на работу, кого увольнять. Но, естественно, в принципе, уже на тот момент была взята стратегия на омоложение кадров, и еще до этого очень сильно обновился коллектив министерства, но, в принципе, просто продолжилась та работа, которая была уже на тот момент начата. В принципе, эти тенденции, они и до сих пор есть. В государственном аппарате работает довольно много молодых людей и достойных молодых людей. А какая у вас была зарплата, если это не секрет, в качестве министра экономики? Ну, это не секрет, это же зарплата министра, она устанавливается законом, и она на тот момент составляла что-то порядка 8 или 9 тысяч рублей. Это была оплата за ваш труд? Нет, это было как номинальное пособие по просто какой-то минимально прожиточный, наверное, уровень. Если ваш труд, а у вас был колоссальный труд, большая ответственная работа, да? А на чем держались вы? Приходилось зарабатывать деньги своим трудом параллельно. Может быть, это вот то, что присуще молодым людям, энтузиазм? Может, вас мотивировал энтузиазм? Нет, с точки зрения работы в министерстве все прекрасно понимали, что ничего ты там не заработаешь. Это оплата труда формальная, которая была, она совершенно не соответствовала тому уровню ответственности и сложности, Так был у вас энтузиазм? который требовала эта работа. Конечно, с точки зрения работы энтузиазм был. С 2005 года он был, как только я пришел в аппарат Кабинета министров работать. Вот. И на тот момент определенный энтузиазм, хотя уже, конечно, немножко в какой-то видоизмененной форме, он, естественно, присутствовал, иначе бы я не пошел. То есть никаких других мотивов, кроме попытаться сделать что-то хорошее на этой должности. Я не хотел доказать никому-то что-то, что я могу работать на этой должности, не хотел доказать себе. Естественно, я хотел этой должностью воспользоваться на благо своей страны. Получилось? Как бы пафосно это не звучало. Нет, не получилось, конечно же. Почему? Ну, наверное, дело в предпосылках. Наверное, дело в том, что трудно самому по себе, будучи должностным лицом, занимая какую-то должность, которая звучит, наверное, очень громко, но на самом деле не обладает для этого достаточными полномочиями. Да и сам государственный аппарат, наверное, на тот момент, по крайней мере, не был в состоянии изменить что-то в стране без принятия каких-то очень серьезных, радикальных решений, которые никто не принимал, к сожалению. В таком вот вялотекущем ритме, принимая какие-то постановления, законы, вы же понимаете, что остальные законы, они не могут ситуацию в стране поменять, если под них нет каких-то очень серьезных ресурсов, если нет каких-то серьезных политических решений. Ну, поскольку этого не было, естественно, большую часть все-таки работы занимала какая-то какие-то текущие операции по инвестпрограмме, по массе направлений. Министерство экономики так уж исторически сложилось, что та работа, за которую другие не берутся, они, как правило, вот ее делало либо министерство, либо аппарат правительства. И там мне приходилось поработать и заниматься огромным количеством самых разных вопросов, совершенно в разных сферах. Выпечкой хлеба в Абхазии, как мы обеспечиваем население. В целом картина стабильная, но есть уже отдельные перебои, они не связаны с тем, что в Абхазии нет муки. Я так понимаю, что у вас был какой-то очерчен круг, да, и вы должны были работать в рамках этого круга, и вот так выйти за границы ваших полномочий и решить что-то, сдвинуть что-то с места в экономике, Знаете, это было вам не под силу? Он был очерчен Он не был очерчен, но это была вот какая-то плоскость. Там было самые разные направления, масса этих направлений. Но вот чуть-чуть приподняться на этой плоскости и принять какие-то серьезные решения, реформаторские, я не знаю, в Абхазии это слово, наверное, немножко не так воспринимается, или революционные какие-то в хорошем смысле. Но этого всего не удавалось, конечно. А хотелось. Да, вы считаете, чтобы был какой-то прорыв в экономике, надо было принимать радикальные решения?
Ну, как говорится, глупо надеяться на иной результат, продолжая делать одно и то же. Мы, в принципе, до сих пор продолжаем делать одно и то же. Мы не реализуем какие-то очень серьезные реформы, а в таком инерционном сценарии развития, который у нас ну, и сейчас есть, и тогда был, в общем, ничего не поменялось радикально с тех пор. И я не вижу, чтобы что-то могло реально измениться, поскольку мы продолжаем делать все, в принципе, все то же самое. Когда вы поняли, что вы не сможете реализовать то, что вы думали реализовать, что вы ничего не сможете поменять в экономике? Наверное, в течение первого года работы. И почему вы не приняли решение уйти? Ну, это, наверное, та же самая инерция, плюс, ну, это было бы, да, выглядело бы довольно, наверное, странно, но и потом это же не сформировалось сразу, как-то не выкристаллизовалось все вот в один момент. Все-таки это было постепенно, плюс было столько работы, что эта работа, это же ответственность, ты не можешь ее бросить в любой момент. Понятно, что где-то какому-то определенному времени стало понятно, что ну, нет никакого смысла, наверное, продолжать эту работу. Но это не такое простое решение, даже если тебя, в принципе, там, с какой-то точки зрения ничего не держит на этой должности. Это все-таки ответственность, ты не можешь так просто бросить. Говорят, если один раз ты попадаешь на высокую должность, ты уже в обойме. Часто так бывает, на самом деле, на практике, когда увольняют одних чиновников, ну, либо сами уходят, оставляют эту работу, они переходят на другую должность. И какое-то вот шахматнообразное передвижение людей, да, из одной должности в другую. Но вы не в обойме. Вот вы были министром экономики, хотя до этого у вас был карьерный рост, вы прошли разную работу, имеете соответствующее образование, если я не ошибаюсь, у вас и экономическое, техническое, правовое образование. Ну, техническое с уклоном в экономическое, у нас формальный кадастр и юридическое тоже образование. Соответствующее образование есть. И тем не менее вы не в обойме, вы ушли, когда вас уволили с должности министра экономики, вы больше не вернулись на государственную службу. Нет, я продолжал работать, ну, с формальной точки зрения. Хотя у нас нет закона о государственной службе, нет понятия того, что является государственной службой, но я продолжал работать в государственном учреждении. Ну, по поводу вот этой ротации у меня, я же говорю, что в бытность свою работником и аппарата правительства, и в министерстве мы занимались вот всем по остаточному принципу, все, что другие не делали, делали мы. Нам приходилось в том числе делать телефонный справочник. И я тогда на эту тему шутил, что можно просто издавать справочник с должностями, оставлять там кармашки такие прозрачные и набор карточек, и просто менять их местами. В принципе, жизнь показывает, что это не такая уж и шутка. Я не знаю насчет обоймы, все-таки это, наверное, какое-то, или должна быть какая-то политическая общность с кем-то. Я никогда свою У вас нет таких амбиций? Амбиции продолжать работу на Да, государственной ведь службе? вы Нет, я учились добровольно много лет. ушел оттуда. Почему? У вас есть знания, вы не хотите применить свои знания на практике, на госслужбе? Я довольно долго применял. После этого я работал еще много лет в должности директора кадастровой палаты. И в основном эта работа заключалась в том, чтобы бороться за этот проект, за продолжение этого проекта по созданию кадастра. Но вот в какой-то момент я принял решение эту работу тоже оставить. Нет, я же говорю, мы не можем действительно, я не вижу, по крайней мере, у себя таких возможностей, чтобы действительно как-то глобально все изменить. А потихонечку, по чуть-чуть я много чего старался и делал, и наверное, что-то было сделано, но я хочу, чтобы что-то поменялось качественно. Ну, личных амбиций у меня никогда не было, наверное, в связи с этим. И никаких. Это уж точно не тот фактор, который будет меня толкать в направлении того, чтобы Даже занимать какие-то должности. Тогда, когда вы были министром экономики, у вас не было амбиций? Ну, я занял эту должность, отвечая вот уже на ваш вопрос, я говорил о том, что я занял эту должность не для того, чтобы кому-то что-то доказать или там, чего-то добиться. Нет, я воспринимал это просто как повышение по службе, как новая какая-то ответственная работа. Но в плане амбиций, чтобы продолжать бороться, цепляться, пытаться куда-то попасть, у меня такого никогда не было.
Вы сказали, говорили о радикальных решениях. Опять я мысленно возвращаюсь к этой фразе. Ваше время, вашу бытность, когда вы были в должности министра экономики, обсуждали добычу нефти? Да, добычу нефти обсуждали, и мне тогда в том числе приходилось подписывать лицензионное соглашение. Приходилось не в том плане, что меня кто-то заставлял. Просто в силу должности министра экономики тогда подписывал в соответствии с коллегиальным решением правительства. Но я и тогда, и до сих пор являюсь убежденным сторонником необходимости добычи нефти, естественно, при соблюдении всех норм. Я уже неоднократно аргументировал, я свою позицию в этом плане никогда не менял. Я до сих пор считаю, что это можно было делать аккуратно, разумно, но в настоящее время не знаю, какие перспективы этого всего. Это было примерно лет 10 назад. И если тогда началась бы реализация этого проекта, сейчас картина в экономике Абхазии была бы другой? Ну, если говорить о проекте Роснефти на шельфе, то если бы действительно было сделано то, что предполагалось, если бы действительно там была бы эта нефть в таких объемах, ведь мы этого до сих пор не знаем, то да, действительно, это могло оказать очень серьезный эффект, несопоставимый с какими-то другими сценариями развития нашей экономики за прошедшие годы и, наверное, за будущее. То есть доходы были бы бюджета несопоставимые с нашими возможными и нынешними и возможными доходами нашего бюджета. Соответственно, эти доходы можно много чего было делать. Я прекрасно понимаю обеспокоенность многих граждан экологическим аспектом этого вопроса, но, понимаете, не принимать никаких решений, ничего не делать, всего бояться, от всего закрыться, это тоже, наверное, неправильно. И патриотизм заключается в том числе, как сказал Фазиль Искандеров, в том, чтобы выбрасывать окурок в мусор просто в мусорную корзину. Надо с этого начинать. Это очень многие люди, которые этого не делают, но они очень пекутся о экологии Абхазии, об экологическом состоянии Абхазии в теоретических вопросах, а нужно на практике это делать. И я думаю, что можно было реализовать. Это все разумно, но, к сожалению, перспектив особых, мне кажется, в реализации этого проекта нет. Как у вас отношения складывались в кабинете министров? У вас были друзья, с кем у вас было полное взаимопонимание? Ну, у меня и были в том числе из министров, они до сих пор остались моими друзьями. Это и Бадра Гунба, и Владимир Делба. И были люди, старшие товарищи, которых я очень уважал, с которыми мне очень легко работалось, в том числе это был, наверное, стоит отметить, первым, о ком я могу сказать, это Леонид Иванович Лакербая. У меня были прекрасные отношения, и насколько это возможно с руководителем, полное понимание, естественно, по всем вопросам, практически, наверное. Но очень, по крайней мере, легко работать. Это было так давно, что я не помню, конечно, всех нюансов. Наверняка мы о чем-то и спорили, и говорили, но это нормально. Это не может быть, чтобы кто-то кого-то прям безропотно слушался и воспринимал все как данное. Все равно все всегда я пропускал через свое какое-то критическое мышление, но мне очень легко работалось внутри правительства, в принципе, и с другими коллегами были нормальные отношения. Никаких интриг, такого ничего не было никогда. А с кем бы сложно складывались отношения? Может быть, тогда казалось, что очень сложно выстраиваются отношения с кем-то из ваших коллег, министров, а сейчас, оглядываясь назад, вам даже, может быть, и с улыбкой вспоминаете. Ну, с коллегами, да нет, с коллегами не было никаких сложностей, но с руководителями иногда бывали, конечно, да. Вы... В том числе и с руководителем государства. Да, я поняла, о ком идет речь, да. Но сложно отстоять свою точку зрения, будучи министром, перед президентом, например, или перед премьер-министром. Я всегда продолжал спорить, я всегда со всеми спорю, если убежден в правоте своей позиции. Сейчас, наверное, не так, конечно, пылко, как тогда. Все-таки то, о чем я говорил, сейчас бы я многие вещи делал бы по-другому. Мне кажется, или у вас нет ностальгии по прошлому, именно по работе в кабинете? А у меня нет ностальгии вообще ни почему в прошлом, и в том числе по работе. Тем более по работе, потому что эта работа фактически, кроме опыта какого-то, она ничего не дала.
Ну, я в первую очередь это смотрю не с точки зрения себе, хотя это тоже важно. Мы же все должны понимать, что ну, есть нормальное стремление человека заработать деньги. И человек хочет, работая, получать достойную оплату. Человек не хочет пытаться что-то там или придумать такое, можно сказать, незаконное или коррупционное, либо вот пытаться параллельно еще, помимо этой тяжелой работы, пытаться параллельно своим трудом еще заработать себе денег. Это довольно сложно. Я выбрал второй вариант. Предлагали взятки? Вы Конечно, могли- предлагали. Как это не предлагали? Как интересно. И как вы не соблазнились, вот имея зарплату 8 тысяч? Ну, я не соблазнился, вполне себе нормально, спокойно. На жизнь мне хватало денег, заработанных своим трудом. Но я не видел в этом никаких для себя перспектив никогда. Это было совершенно исключено. Вот я просто Конечно, сложно предлагали. себе представляю, как это может быть, чтобы вы подписали какой-то документ или деньги в Какое-то конверте. разрешение, какой-то документ. Нет, деньги никто не, зная меня, никто не приходил, естественно, но на словах и предлагалось, конечно. Я думаю, через такое испытание многие проходили люди, занимающиеся высокие должности. Я думаю, в Абхазии все же все знают про всех, и я думаю, никто не будет сомневаться в том, А что для вас это было важно, чтобы ваше имя не было связано с коррупцией? Да, конечно. Если уж были амбиции какие-то в этом плане, вот этого мне хотелось, чтобы даже никто не пытался придумать даже чего-то. Можно делать все, что угодно, но люди додумывают. Ну, насколько я знаю, никто ничего не придумывал. Я, честно говорю, никогда не слышала. Обычно, вот как вы сказали, в Абхазии все друг о друге что-то шепчут, иногда преувеличивают. Но вот о вас я, правда, никогда ничего не слышала. Вы были холостым министром, и сейчас вы не женаты. Вот девушки не бились за ваше сердце со стороны девушек? Наверное, они знали, что я не беру взятки, и что это бессмысленно. Я буду пропадать целыми днями на работе, и не проявляли особый интерес, не принося ничего в дом. Нет, знаете, как сказать, так прям как чего-то такого очевидного, но я не был свободен в те годы, у меня была девушка, и я, наверное, не обращал так особо внимания, и, по крайней мере, не поощрял этого. Но я не думаю, что это имело таких прям какие-то большие масштабы. Все-таки это было давно, наверное, каких-то, могу не помнить, нюансов, ну, в общем, ничего такого особенного не было. Да, это было бы странно, наверное, девушки, чтобы бились за сердце мужчины. Не скажите, это считается выгодным замужеством. Я же объяснил, почему это, видимо, не выглядело выгодным замужеством. Ну, социальный статус, муж министр. Ну, Сегодня или министр, а зять завтра не министр. Знаете, как это такое же дело. Очень временное. Вы работали много часов? Когда у вас заканчивался рабочий Вы знаете, день? совершенно по-разному. Иногда он мог закончиться в 7-8, иногда и в 12. Но я не могу сказать, что я, как многие мои коллеги, прямо вот жил на работе. Я пришел к такому выводу, что чем больше ты работаешь, тем больше тебе еще дают работу. Поэтому мы работали столько, сколько было необходимо для того, чтобы решить массу задач, которые стояли перед министерством. Как я говорю, к сожалению, это текущие в основном были задачи, а не какие-то глобальные. Ну, приходилось много работать, но такого не было, чтобы я каждый день раньше 10 не уходил с работы. Нет, иногда и в 8 уходил нормально. Сейчас про Вову Делба говорят, что он и до часу ночи может Владимир Валерьевич работать. Да? всегда этим отличался. Я в том числе его имел в виду, когда говорю, что в отличие от многих моих коллег, я ему пытался донести свой образ мысли, но он это не воспринимает, он практически живет на работе. Он не приходит пробовать ваши бургеры? Бывает здесь? Он пробовал мои бургеры очень много еще до того, как я открыл это заведение. А приходит в Но сейчас бургерную? ему очень тяжело выбраться. Не звонит, не консультируется, кстати, с вами? Ну, у него такой большой опыт. По каким вопросам во своей сфере ему консультироваться? У меня все-таки была немножко другая сфера, там, в сфере финансов. Если говорить вот простым, совсем бытовым языком, экономика – это история, как зарабатывать деньги. Финансы – это то, как их правильно тратить. Ну вот экономики, я так себе представляю, я, конечно, могу ошибаться, что вот Министерство экономики
создает в условия, чтобы в государстве были деньги. В том числе, да, Да. в первую очередь, наверное. А финансы, они вот распределяют, как правильно и куда направить эти деньги. Ну, они занимаются и доходной частью, конечно, тоже очень много. Это же в идеале это согласованная политика. Все-таки Министерство экономики, оно отвечает за, скажем так, экономическую базу, а Министерство финансов отвечает за правильный сбор доходов бюджета, которые поступают от экономической базы, и правильное их распределение. Ну и Министерство экономики и там участвует, естественно, Министерство финансов. Наверное, так в очень большом приближении можно сказать, что да, так и есть. А во что выгодно сейчас вложить деньги? Я спрашиваю, как бывшего министра экономики. Ну, бывший министр экономики, он все-таки чиновник, наверное, это надо спрашивать у успешных предпринимателей. Я всегда не за теорию, а за практику. А вы сейчас не предприниматель? Это малый бизнес, как сказать. Я знаю то, что я, наверное, был, ну, нельзя никогда быть до конца уверенным, но я, в общем-то, верил в свои способности, скажем так. В то, что я смогу вот, в сфере, по крайней мере, общественного питания, наверное, неправильно говорить добиться успеха, это еще никакой успех, но запустить, по крайней мере, стабильно работающее предприятие вполне себе возможно было. Я в этом верил. Конечно, в идеале, как говорят, нужно заниматься тем, что тебе нравится, и чтобы это еще приносило деньги. Вот, ну, когда-то работа чиновником мне тоже нравилась, денег она никогда не приносила. Поэтому вот нынешняя ситуация, она куда более приятная. Я и занимаюсь тем, что мне нравится. И, в принципе, это приносит определенный доход. Когда вы поняли, что у вас это получается, готовить вкусно? Ну, в том числе помогло мое освобождение от должности. Там много факторов сложилось. У меня появилось много времени в 2014 году. Плюс тогда был чемпионат мира по футболу, и я купил себе, наконец, телевизор и спутниковую тарелку, чтобы смотреть. Я вообще не было телевизора. Нет, я не смотрел ни на работе, ни... То, что мне нужно было, то, что касалось работы, да и просто интересов, я мог всегда в интернете почитать новости. Я очень любил тогда, можно сказать, футбол. Сейчас мне не до этого, естественно. Я не смотрю практически спортивные трансляции. У меня просто на это времени нет и, наверное, и желания особо. А вот для того, чтобы в полной мере насладиться чемпионатом мира, я купил себе телевизор. И как раз тогда там спутником телевидения были кулинарные каналы. Я всегда готовил практически с самого детства, но все это было на таком уровне, конечно, бытовом, любительском. И потом, когда у меня появилась масса времени, я стал этому больше уделять внимание. И в какой-то момент я заметил, что у меня получается. И люди заметили, которые пробовали мои блюда, которые я готовлю. И спустя несколько лет я уже начал задумываться о том, чтобы открыть свое какое-то дело в этой сфере. Конечно, это было реализовано спустя еще несколько лет. А почему именно бургерная? А не ресторан с большим залом, например? Ну, ресторан это все-таки гораздо сложнее. Это во-первых. Во-вторых, если брать прям высокую кухню, я не думаю, что это будет востребовано в Абхазии. Ресторан такого типа, ресторан с постсоветского пространства, вот с меню размером с сборник законодательства какой-то, это я то, что близко мне смешиваю сейчас и то, и другое. Политика с кухни. Я такого не понимаю, не приемлю и вообще считаю, что это невозможно делать как качественную кухню вот с таким вот меню. Поэтому я решил остановиться на том, что у меня получается, что вроде бы просто, но кажется просто, но далеко не всем дается. У меня как-то вот у меня получалось. Плюс все любят, практически все, скажем так, любят бургеры. Ну и, конечно, мы только бургерами не ограничиваемся все-таки. Плюс, конечно, я не думаю, что вкусные бургеры прям в изобилии где-то, или даже, не говорю уже про Сухум, но и даже, наверное, где-то в масштабах России и в Москве это тоже не такое частое явление. А в чем вот секрет вашей кухни? Это вот вы особо отбираете ингредиенты, может быть, вы знаете какие-то, я не знаю, специи там, или особо какой-то рецепт. Может быть, ваша энергетика, любите это дело? Ну, я не верю все-таки во что-то метафизическое в кулинарии. Все-таки, наверное, искусство готовить, оно сводится к двум составляющим. Первое – это техника, а второе – это, конечно, вкус и обоняние, которые есть у повара, которые позволяют корректировать
вкус и двигать его в нужном направлении. У вас это всегда было. Ну, если первая составляющая техника, ее можно научить кого угодно, вторая, конечно, ее можно развить, но она должна быть. Если ее нет, ну, это невозможно. Это как какая-то способность. У кого-то это слух, а у кого-то это вот вкус и обоняние, и какое-то представление о прекрасном вкусе, я имею в виду, конечно. Тут речь не об искусстве, тут речь о вот... Ну, это что-то такое внутреннее, это не, ну, то, что нельзя вот создать, если его нет. Вы 2 высших вуза окончили, Да, и аспирантуру еще. и аспирантуру еще. А у вас нет кулинарного образования? Нет. Но и тем не менее это дело у вас получилось. То есть получается, чтобы быть профессионалом в каком-то деле, достаточно таланта, если даже нет образования? В некоторых сферах получается, что да. В кулинарии в том числе, наверное. Есть же масса актеров, прекрасные актеры, которые не имеют образования. Но в каких-то сферах это невозможно. Невозможно быть хорошим инженером без образования, например. Или хорошим врачом вообще невозможно быть без образования. Это даже теоретически невозможно. То есть в каких-то сферах, да, в каких-то сферах достаточно развить в себе какие-то способности, каких-то нет. Это все очень индивидуально. Повар – это легкая профессия? Нет, эта профессия это не легче, чем... Сейчас я скажу министру, мои коллеги обидятся, наверное, но нет, в чем-то это еще более тяжелая профессия даже. Ну, повар я имею в виду как шеф-повар, как человек, который отвечает за кухню, который ставит кухню, который создает Вы меню, и шеф-повар? который ну, самоназванный, конечно, самопровозглашенный, но по сути, по кругу обязанностей, конечно, да. То есть я сам определяю меню у нас, и все эти блюда, это в основном, конечно, мои рецепты. Отвечать за все и пытаться создать то, что ты хочешь, и пытаться, чтобы исполнители сделали так, как ты хочешь. Всему и научить и контролировать процесс, и вот искать этот самый вот вкус, когда вот именно срабатывает, что да, это безумно вкусный бургер, потому что у всех одинаковые ингредиенты, условно набор продуктов, но у кого-то вкусно, а у кого-то нет. Это же такое дело, это очень сложно нащупать вот эти вот. А как вы это понимаете, что вот это тот вкус? Ведь вкусы тоже разные. Это очень сложно объяснить словами. Вот просто ты понимаешь, и все сбалансировано. Все вкусы в продукте, они сбалансированы, что это очень вкусно. Но помимо того, что просто это субъективное ощущение, просто суть в том, что когда ты готовишь, ты все-таки ориентируешься на свои субъективные ощущения. Но нужно так, чтобы твои субъективные ощущения совпадали с тем, что понравится всем остальным людям. Потому что можно иметь очень специфический вкус, и никому это не понравится, то, что нравится тебе. А тут нужно какое-то видение того, что то, что тебе нравится, оно будет нравиться и всем остальным. И ты в конечном итоге ты всегда меряешь по себе, по своим вкусовым ощущениям. У меня нет таких блюд, по крайней мере, которые бы не нравились прямо мне, и при этом я бы оставлял бы их в меню, и они бы нравились другим. Это было бы очень странно, наверное. А вот из того меню, которое есть сейчас в Бургер Порт, что вам, какое блюдо вам больше нравится? Наш бестселлер – это, конечно, чизбургер. Он, правда, мне кажется, что очень хороший. И пасты. Пасты у нас мы тоже очень много внимания этому уделяем, расширению меню. Мы вот внедрили пасты, несколько видов пасты, и классические, итальянские, и наши импровизации на тему, и совершенно какие-то свои. Сколько часов вы проводите в кухне? Ну, в кафе в целом, наверное, в день от 10 до 12. Прям каждый день. От 10 до 12 часов в день? В кафе. Ну, из них, большую часть времени на кухне. Конечно, я здесь занимаюсь всем. Это же мало бизнес, тут приходится работать на всех должностях совершенно, формально существующих, и просто вот заниматься всем, чем только можно. Вы можете убрать со стола, да? Я могу ее убрать со стола, меня это нисколько не смущает. Я воспринимаю, что люди ко мне приходят в гости вкусно поесть, и для меня это приятно. Там, где необходима какая-то помощь, и помочь кому-то донести еду до столика на самообслуживании, и убрать со стола, да, я это тоже могу делать. А нет таких случаев, когда вас узнают, что экс-министры? Есть, конечно, узнают. У нас есть какое-то некое особое отношение, что ли, к
людям, к руководителям, скажем, да, вот, и, может быть, даже наследие Советского Союза, если ты вот чиновник, если ты министр, то ты в каком-то особом статусе. Мы не привыкли, что чиновник может быть в кепке, простенький, или там на велосипеде кататься. Что вы думаете на эту тему? Ну, Знаете, по чиновникам нужно судить, наверное, по тем успехам, которых они добиваются на своей работе, а не по тому, как они выглядят, там, на чем они передвигаются. Это же, ну, тут вопрос менталитета. У нас много осталось вот это какой-то аура такая очень важного государственного деятеля, она осталась вокруг многих чиновников, она осталась и сознательно культивируется. Конечно, не всеми, но многими она культивируется сознательно, что-то какой-то такой образ. У нас вообще парадоксальное такое переплетение между вот какой-то такой важностью, которая создается с одной стороны, и с другой стороны между какой-то крайней степенью передемократии, то есть какой-то в негативном смысле какой-то слишком с каким-то понебратством по отношению к руководителю, когда он на работе. То есть у нас человек, когда его не принимаешь, то есть с одной стороны кто-то отгораживается, а с другой стороны люди, когда видят, что ты, допустим, не можешь их принять вот прямо когда ему захотелось сейчас, никто же не думает о том, что у тебя есть работа, которую ты можешь делать. Вот они начинают обижаться. Или, ну, с одной стороны, это какое-то формальное существование государственных институтов, а с другой стороны, полное пренебрежение ими, когда эти государственные институты поступают по закону, но это тебе лично невыгодно как гражданину. Сразу вот эта вот вся аура, она смывается, и сразу же, в общем, никакого все это уважения, оно вот как мираж в пустыне пропадает. То есть должен быть какой-то баланс. Естественно, должна быть в каком-то смысле, в каком-то хорошем смысле какая-то определенная дистанция, в том плане, что не каждый вот со своим вопросом в любую секунду может ворваться в кабинет человека, как это у нас происходит, и обязан прямо любой чиновник его принять. Никто не думает о том, что он работает, а не просто там сидит. И с другой стороны, вот какая-то крайность, когда кто-то запирается просто и даже от своих коллег, и ты не можешь какому-то министру дозвониться по телефону или какому-то руководителю какой-нибудь другой государственной службы, ты не можешь дозвониться по телефону, за него там отвечает или секретарша, или телефон выключен вообще. То есть есть две крайности. Это наверное, у нас две крайности. У нас две крайности. И у нас, да, у нас в том числе, да, эти две крайности, конечно. Есть другая крайность, когда чиновники просто, как многие чиновники в России, абсолютно дистанцируются от народа, что тоже неправильно. Должен быть разумный баланс, должны быть приемные дни. Вы понимаете, дело даже же ведь не в формальной составляющей, а в том, для чего чиновник работает, как он сам осознает свою работу. Он для людей или люди для него? Вот те люди, которые в Европе, которые ездят, не только в Европе, в западной цивилизации, там один из самых таких примеров это Джастин Трудо в Канаде, да? Премьер-министр, который вот такой тоже достаточно демократичный, да и президенты США, Барак Обама, он тоже не был каким-то, при том, что, естественно, он очень сильно дистанцирован в силу мер безопасности от людей, но при этом он ведет себя как совершенно простой гражданин после того, как выходит, да и будучи на этой должности. И вот другая крайность, когда люди запираются. Вот те люди, которые запираются от граждан, они забывают о том, что они работают там для того, чтобы гражданам жилось, потому что они для граждан, а не наоборот. И это мы можем увидеть, начиная с самых там простых, низших чинов где-то. И у нас такое тоже есть, но у нас этого, к счастью большому, этого немного. Вот. И другой полюс, это когда человек работает, понимает, что он работает для народа, и тогда ему не нужно, наверное, что-то из себя корчить, ездить на какой-то машине, представлять или переживать по поводу того, что он ездит на чем-то простом или ходит на работу вообще пешком. Наверное, когда это естественно идет изнутри, когда ты просто не переживаешь по поводу того, что от каких-то формальных, внешних впечатлениях, которые сложатся у людей о тебе по твоей походке, по твоему костюму или по твоей машине, а ты переживаешь о том, что люди подумают, как они будут оценивать результаты твоей работы, наверное, тогда ты на вот эту всю мишуру не будешь обращать внимания. И будешь воспринимать это как любую обычную работу другую. Вот. Мне всегда эта позиция была близка, и я как-то старался ее придерживаться, поэтому сейчас я не вижу никакой проблемы. Тогда я работал министром, сейчас я работаю
поваром. Любую работу воспринимаю как работу. Совершенно никакая работа не является ни хуже другой, ни лучше другой, и никакая тем более не является зазорной. Как вы отдыхаете? Чем вы увлекаетесь? Помимо, сейчас кухня – это работа, а отдых? Об отдыхе приходится только мечтать. Но я практически не отдыхаю. Ну, это нормально? Нет, это очень плохо. И ты начинаешь, в том числе, не отдыхая, ты начинаешь ненавидеть то дело, которое ты любил. В какой-то момент, да, все хорошо в меру всегда. И много работать тоже хорошо в меру. Но вот, к сожалению, из-за того, что у нас очень тяжело с кадрами в любой сфере, в том числе и в сфере общественного питания, очень многое приходится работать самому. То есть у вас Для того, нет чтобы повара, держать кому бы вы марку. доверили бы? У нас есть хорошие, способные ребята, но они еще пока не на таком уровне, чтобы можно было доверить кому-то кухню. Нет, специалистов такого уровня у нас нет. Вроде все люди хотят работу, найти работу не могут, а кадров нужных нет. Мне кажется, все люди хотят работу, что-то типа той работы, которой я раньше занимался, не представляя ее содержание, естественно, и не именно вот внешние аспекты этой работы и какие-то возможные бонусы от занятия определенных должностей. Ну, у нас просто довольно серьезное предложение, и на которое нет спроса на самом деле. А то, на что есть спрос, просто таких работ не придумали, волшебных, наверное. Ну вот если вы нашли бы человека, которому доверили бы кухню, и вам было бы спокойно, вот сколько бы вы ему платили? Ну, хороший повар получает 3, 4, 5 тысяч в день. Ну, это хорошая оплата. Ну, с учетом того, что повар работает 20-25 дней, вот посчитайте, там в районе 100 тысяч су-шеф, можно сказать, он зарабатывает. Это довольно неплохие деньги. Не великие, конечно, но собственно, и при этом требуется тоже определенный функционал. Но это такой уровень оплаты, в принципе, и в России. И у нас, наверное, тоже. Просто не так много таких специалистов. Нам пока не посчастливилось, к сожалению. Такой. Хорошо, гипотетически представим, что у вас есть время для отдыха. Когда-то вы увлекались футболом, сейчас... Надо подумать, я все-таки занялся как-то восстановлением своего какой-то нервной системы и равновесия. Я бы, честно говоря, если бы у меня было время, просто поехал в санаторий и отдохнул бы где-нибудь. Какой-нибудь Кисловодск? Ну, например, да. Я в детстве очень много, кстати, времени проводил. Каждое лето проводил в Минводах. Я бы с удовольствием, наверное, туда... С кем вы ездили в Минводу? Мы про ваше детство практически не говорили. С кем? С родителями. Кто ваши родители? Чем они занимались? Немножко расскажите. Мама педагог, она до последнего, буквально несколько лет назад, перестала работать в этой сфере. Отец Что преподавала? русский язык и литературу. Отец, много разных должностей занимал, в общем-то, и управленческих, и в бизнесе, и до сих пор занимается бизнесом. Вы больше характером на кого похожи, на отца или на мать? Ни на кого, наверное, не похож. Потом мой характер очень сильно меняется, не всегда в лучшую сторону, поэтому я бы не хотел бы сравнивать себя с родителями. Мы все живем в разных ситуациях, они формировались как люди, наверное, немножко в другой среде. Сейчас у меня какая-то своя совершенно ситуация, которая тоже меня меняет, на меня как-то влияет, как и я влияю на нее. Когда я увидела первый раз я увидела вас по телевизору и обратила внимание, что на такую особенность, когда вы говорите, у вас глаза улыбаются. Это говорит о том, что вы добрый человек или человек с хорошим чувством юмора? Кто-нибудь вам говорил об этом? Честно говоря, нет. Наверное, просто ситуации разные. Наверное, на работе все-таки, когда пока показывали где-то по телевизору, это все-таки были какие-то официальные мероприятия. А я, как-то же нужно было свое внутреннее состояние все-таки довольно веселого человека, оно должно было как-то проявляться. Нет, вы сейчас тоже улыбаетесь глазами. Почему нет? В принципе, большую часть времени я, наверное, пока не работаю и совсем куда-то не погружен в процессе, как на кухне, где я могу быть очень,
Да и по работе я могу быть очень жестким руководителем. Большую часть времени я все-таки улыбаюсь, наверное, и смеюсь, и шучу. Когда вы расстраиваетесь, вы можете, например, там, поругать другого человека? Ну, потому что он в конечно, плохом могу, настроении? конечно. Это дело не в настроении, я могу поругать, потому что человек что-то не так сделал. Это же дело не в моем настроении. Ну, я очень быстро отхожу, то есть у меня нет такого, что я вот прямо вот как-то зацикливаюсь на каких-то локальных неудачах, и вот это портит мое настроение на долгое время. Нет. Я очень отходчив, я стал довольно эмоциональным. Наверное, раньше для этого были предпосылки, но вот так, как сейчас, наверное, раньше не было. Но при этом я совершенно отходчив. Все это где-то на поверхности. Вот внутри, наверное, у меня в основном всегда хорошее настроение. Все-таки по умолчанию, как заводские настройки. А у вас есть хорошая музыка, звучит. Это ваш вкус? YouTube играет, и YouTube по каким-то моим предпочтениям подбирает сам. То есть плюс сестра, она тоже ставит какие-то треки, мы с ней вдвоем вот этот бизнес ведем. Она больше за зал отвечает, я за кухню. И вот какие-то наши вкусы, где-то они совпадают, где-то они разные, но в целом мы просто стараемся качественно создать не только еду, но и в целом атмосферу и интерьер. Мне нравится ваш интерьер. Вроде бы все просто, но в то же время со вкусом. Чей был выбор? Вашей сестры? Это Оля, да, она сестра, она отвечает за эту часть, как я сказал, и, в общем-то, это ее видение того, как должно было выглядеть, и я думаю, что это очень удачно. Вот все получилось так довольно лаконично, но при этом очень атмосферно. Оля, кто по специальности? Менеджер. Как и большой процент населения на постсоветском пространстве. Ну, так же, как она не специалист, дипломированный в сфере дизайна, так же, как и я не специалист на кухне. Но, тем не менее, что-то вроде получается. Какую книгу вы посоветуете мне прочесть? Этот вопрос я задаю всем своим героям программы. Знаете, я вот честно не люблю какие-то рейтинги и сказать, что какая-то моя книга самая любимая или какую я могу посоветовать. Особенно с учетом того, что последнее, наверное, какое-то время у меня нет так много ресурсов для того, чтобы посвящать их чтению, что весьма прискорбно. Но когда вы последний раз читали книгу? прям художественную литературу, наверное, это было где-то год назад. У меня немножко свой специфический взгляд на чтение, он может сейчас вызвать какую-то, я его озвучу, он может вызвать какую-то негативную реакцию. Я все-таки в первую очередь художественную литературу воспринимаю с точки зрения развития речи, развития мышления, не с точки зрения смысла, который заложен, потому что каждый писатель, поэт, он имеет свою очень специфическую жизненную позицию. Я напрямую не воспринимаю всегда взгляды, которые транслируются. Я больше здесь уделяю внимание форме. Поэтому, конечно, и с этой, да и с точки зрения содержания я, конечно, всегда советовал бы читать русскую классику. Ничего лучше этого не придумывали. А с точки зрения все-таки развития я бы посоветовал больше читать. Вот если ты занимаешься бизнесом, да, больше читать книги успешных людей, которые добились что-то в этой сфере. Вот, я не могу сказать, что мне это напрямую помогало, но, по крайней мере, было очень интересно отдельные книги прочитать и про успех Starbucks, это Шульца, и Ричарда Брэнсона, про его построение его компании. Довольно интересные книги. Их таких много. Для того, вот именно с точки зрения содержания, с точки зрения пользы, художественная литература, это не напрямую польза, это какое-то лекарство для души, это общее развитие. Мы же обучаемся не только, когда нас учат где-то напрямую, да, мы сидим на лекции и учимся чему-то. Мы обучаемся, перенимая, каким-то образом воспринимая образ мысли человека, который успешен в этой сфере. Вот этот образ мысли, вот в отличие от художественной литературы, он, вот, читая какие-то биографические произведения, он воспринимается больше. Естественно, вот в этом плане многие книги могли бы быть полезны. С определенного возраста больше начинаешь воспринимать не художественную литературу. Если не в Абхазии, в какой другой стране вы могли бы жить? Да я мог бы жить в любой стране практически, где есть какие-то нормальные базовые условия. И
люди бы разделяли какие-то базовые ценности, не знаю, скажем так, гуманитарные ценности, какие-то социальные. В принципе, я очень легко адаптируюсь к ситуации, к любой. Я бы мог жить в любой стране, и в Европе в том числе. Не знаю, в Азии, наверное, было бы сложно жить. Там немножко другой менталитет. На постсоветском пространстве мы все, в принципе, друг другу очень сильно близки, хотя не все друг с другом дружат, к сожалению, мягко говоря. А вы всегда говорите то, что думаете, а не вот что понравится, не понравится человеку напротив или, например, зрителю? Ну, нельзя говорить все время абсолютно. Потому что сейчас то, модно ты было бы думаешь, сказать, я могу жить только в Абхазии. Нет, ну я своими действиями, я же вернулся в Абхазию после каких-то лет обучения, долгих лет обучения в Москве, вернулся и живу здесь. Как бы мне не нужно что доказывать, что я ее люблю. И фактически, скажем так, безвозмездно 15 лет работал на государство, да, на благо. Не на государство, а на благо, наверное, старался, по крайней мере, работать. Получилось, нет, это не мне решать. Но я, по крайней мере, старался. Мне не нужно словами ничего доказывать. Я говорю, в этой ситуации говорю то, что думаю. Невозможно всегда говорить то, что думаешь. Это не получится ничего из этого хорошего. Это какая-то максималистская позиция. Но, по крайней мере, честно, откровенно, открыто говорить на какие-то вопросы вполне уместные. Почему нет? Я не вижу смысла юлить в этом. Во что вы верите? Вера – это такое дело, которое предполагает определенно допуск, не будучи уверенным в результате, а просто нужно верить. Я верю в то, что если мы все сможем каким-то образом свои усилия направить на сферу, в которой у нас что-то получается, каждый в нашей стране, то мы сможем добиться очень многого. Но, к сожалению, нам нужно нащупать то направление, в котором мы должны двигаться. Мы пока его, наверное, не нащупали. Я верю в то, что у нас очень хорошее будущее, если мы сможем... Это не вера, это понимание. У нас есть для этого все предпосылки. Я знаю, что у нас получится. Я верю в свои силы, в том, что я делаю. Если у меня будет получаться, если точно так же другой человек будет делать не то, что престижно или каким-то образом с какой-то точки зрения выгодно, не совсем с чистой точки зрения. А если каждый будет заниматься своим делом, и каждый будет подчиняться каким-то общим правилам, общественным нормам, да, нормам права, то мы сможем очень многого добиться у себя в стране. И для этого и не надо будет нам думать о том, чтобы куда-то уехать. Наверное, другие будут думать о том, чтобы к нам приезжать, потому что у нас для этого все условия. Не вынужденно, потому что где-то еще хуже, да? А потому что действительно Абхазия будет такой привлекательной страной не с точки зрения климата, а с точки зрения того, как люди здесь живут. Я все-таки надеюсь на то, что тем людям, которые работают сейчас и которые будут работать после на тех должностях, которые предполагают принятие этих решений, будут принимать решения смелые, новые, которые позволят нам выйти на точно такой же уровень, как во многих других странах, которые, наверное, кто-то и мечтает уехать. Я связываю свое будущее все-таки с Абхазией. Спасибо. Спасибо вам. Это был очень интересный опыт, наверное, первое интервью не о работе в моей жизни.